Приветствую вас, дорогие телезрители, в эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Пока Якутск утопает в густом тумане того самого полярного вихря, на сопке Чучурмыран на все это открывается завораживающий вид. Пользователи соцсетей активно делятся красивыми видео. Иной раз кажется, будто там и вовсе нет города. Мы с коллегами решили тоже съездить полюбоваться этим зрелищем собственными глазами. Надеюсь, успеем, пока холода окончательно не отступили. Тем временем не все так радужно настроены. Художник Аял Игнатьев выдвинул версию того, как бы выглядел Якутск в антураже уничтоженного мира. Тем временем жизненным в условиях якутской зимы видео поделились пользователи соцсетей. Ничего необычного, просто замороженная рыба. Октября. Того. Раз, два, три, четыре, пять. 6 рядов. Так, буду хвилюса Валдарися. Итог рыбалки за 2 недели. Следующее видео тоже красочно представляет реалии сельской жизни якутян, но весьма необычным способом. На нем запечатлен трудолюбивый пес, который помогает своим хозяевам топить печку. Знакомьтесь, это босс. Для него это забава, а для хозяев большая помощь. Спасибо. На днях в Татинском Улусе, в 20 километрах от села Черкер, жители обнаружили пещеру. Она образовалась вследствие климатического потепления. Глубокое озеро посреди леса из-за таяния вечной мерзлоты еще до Нового года протекало в соседнее озеро, которое находится в 200 метрах. В скором времени ученые Института вечной мерзлоты проведут исследования. Ну а пока любопытных посетителей просят воздержаться от похода в это таинственное место. Ведь пещера длиной более 20 метров и высотой 5 метров – это в первую очередь опасность. Еще одно загадочное место обнаружили в лесу. На видео запечатлена березка, которая, судя по всему, единственная в округе, которая, очевидно, привлекает к себе косуль. На ней желтые следы какой-то жидкости, которая стекает сверху. Автор видео удивляется тому, что именно это деревце облюбовано животными, причем вокруг множество следов косуль. Тем временем в соцсетях выдвигается множество версий на эту тему. Туртас просто калары үтитинне калан хыспидду хайыр. Бу барта туртас суулати. Просто калар онне ме бихиге барман, ме барта туртас суу. Бу. Такатын түспиттүү калан салыйлар дуйликини сыттыйлар ду. Кыһын оттатын ник түһәрө үтче хатыңта. Ха көрдүм хада. То блатта. А теперь мимимишные новости. На канале Охоты и рыбалки поделились видео того, как соболь охотится на зайца. Но косой оказался не трусишкой. Соболь ловит зайца. Заяц бежит спасаться ко мне. О, соболь меня увидел. Заяц спасся. Здорово, братан. О, к машине прибежал. Ничего себе. Что будешь делать?
А он соболек чешет. Ну, парень, сегодня твой день, конечно. Зая. Залазь в машину, придурок. Помните, мы рассказывали о черной лисе, которую горожане видят в разных частях города? Оказалось, лиса-то не одна, а две. Брат с сестрой жили с хозяйкой, пока собака не повредила их вольер, чем любопытные животные, конечно, не могли не воспользоваться, и отправились исследовать большой мир. Я тут водичку нашел. Пьет. Сышка. Ты моя девочка. Ты моя маленькая. Вот. Вот. Теперь в соцсетях активно ищут потеряшек. Жительница города Нирингри записала, казалось бы, очередное забавное видео, коих в соцсетях миллионы. Но оно неожиданно выстрелило и набрало более 1,5 миллиона просмотров. А все потому, что тема оказалась актуальной – о любви к одному единственному. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Композитор Моисей Кобяков поделился видео того, как он исполняет саундтрек к фильму «Керени Көрбют». Давайте полюбуемся музыкой из первых рук. Кстати, о якутских фильмах. Уже 2 февраля выходит в прокат долгожданный фильм «Белый ангел тундры», основанный на реальных событиях. Это трагическая история о молодой девушке-враче Капитолине Облезовой из династии ленинградских врачей. Вся семья была репрессирована. Мать девушки, чтобы уберечь дочь, отправляет ее в Якутию. Из Якутска девушку направляют на самый край земли, в Оленёкский улус, где живут оленеводы. Из-за военной обстановки воздушная трасса закрылась, связь с Большой землей прекратилась. Она осталась одна с авенкийским народом. И тут началась эпидемия. С собой у нее был только маленький чемоданчик с медикаментами. Была и вакцина, но ее было мало. Она все раздала больным, оставила 1 таблетку для себя, но сама так и не воспользовалась, отдав спасительную вакцину маленькой девочке.
Съемки картины длились долгих 3,5 года. Премьера состоялась в Оленьке, ну а 30 января драму режиссера Александра Лукина представили в кинотеатре «Лена» журналистам. Это фильм про человечность, про доброту, про любовь, про про настоящую дружбу, скажем, про настоящих людей. Вряд ли в современной жизни современный человек может пережить и может ощутить эти чувства. И увидев этот фильм, я думаю, что какие-то нотки в нашей душе, они задвигаются и заиграют новым звучанием. В Якутске выявляют лучших скалолазов. Во второй школе стартовали открытые городские соревнования. Побороться за медали заявилось более 60 человек. Определение победителей и призеров проводится в дисциплине боулдеринг в фестивальном формате. Подробнее о скалолазании и его пользе узнавала Марфина Алексеева. На скалодроме высотой в 5 метров сегодня поставлено около 15 трасс для детей и более 20 для взрослых. Каждая трасса отличается друг от друга по сложности пути. Дисциплина болдеринг означает, что участники будут лазить по зонам без веревки, поэтому каждый сам выбирает сложность трассы, а маршрут определяется по цветам зацепов. Участник подходит, смотрит трасса номер 4, по цветам абсолютно одинаковая: фиолетовая, 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 фиолетовая. Естественно, последний зацеп это будет топом. Его результат, его задача, цель достичь двумя руками и зацепиться за последний зацеп. Мы видим то, что у нас есть начальные зацепы. Ясно, спортсмен должен определить, где, как ставить ногу. Естественно, мы начинаем с этой стороны. Взялся за удобные положения рук, ноги определил и дальше лезет. Занятия скалолазанием – это отличная кардиотренировка. Помогают улучшить осанку и исправить ее дефекты, разработать суставы пальцев, ног и рук. Хорошо укрепляют спину, помогают развить координацию движений и улучшить гибкость, избавиться от многих психологических зажимов и страхов. Проверить себя, испытания. Даже когда вот есть несколько людей, которые боятся высоты и ходят на скалодром. То же самое практически. Испытать себя, смогу ли я это сделать. Тут куча трасс, и каждый под свою сложность выбирает и проходит. Такая борьба с собой. Большим плюсом в этом виде спорта является то, что заняться им может каждый, несмотря на возраст и уровень физической активности. Да нету противопоказаний, нету. Потому что тут можно заниматься, как ЛФК, допустим, да, для себя, там, чувствую. Просто, как сказать, трассы бывают очень разных сложностей. Есть совсем легкие, в которых, в принципе, человек как можно как обычной физкультурой заниматься. То есть, если любитель, просто есть желание посмотреть, попробовать себя, может попробовать абсолютно любовь в любом возрасте. У нас тут и бабушки были, и совсем и дети, совсем 5-летние, 6-летние. Подобные искусственные скалодромы имеются в 5 школах Якутска, а также предусмотрена установка во всех строящихся учебных объектах. В последние годы скалолазание и альпинизм развиваются в республике большим темпом. Ежегодно в разных районах Якутии открываются новые маршруты и трассы, которые становятся точками притяжения не только для якутян, но и туристов. Марфина Алексеева, Григорий Григорьев, Якутск. И напоследок давайте вместе посмеемся. Нейросеть сгенерировала изображение русских просторечий и крылатых выражений. На мой взгляд, получилось весьма забавно. У нас пока все. Спасибо, что были с нами. Свои интересные новости вы можете присылать на наш телеграм-канал, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.